Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Спасатели обнаружили пожилого мужчину, пропавшего в лесу. Служба спасения сообщает, что 75-летний житель Якутска выехал с родственниками за ягодами в село Ломтука Мегино-Кангаласского района. Там, в местности Тора, он ушел в неизвестном направлении и к назначенному времени не явился на место сбора. Поиски своими силами результатов не принесли. На следующий день на поиски выехали 8 спасателей на 2 автомобилях с квадроциклами, беспилотным летательным аппаратом и кинологами. Еще через день в результате прочесывания местности пожилого мужчину обнаружили в 80 километрах от места пропажи. Он чувствовал себя удовлетворительно, но сильно замерз. Пожилого мужчину передали родственникам. На Нюрингринскую добывающую компанию возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, компания «Новое золото» за 8 месяцев накопила долгов на сумму более 4 миллионов рублей. Компания приняла активные меры для сохранения своего бизнеса, в том числе применив систему расчетов с контрагентами через счета третьих лиц. При этом не использовались собственные расчетные счета, которые налоговым органам с целью взыскания недоимки по налогам и сборам были выставлены инкассовые поручения. Расчетные операции с контрагентами осуществлялись по расчетному счету аффилированной организации, открытой в другом банке. Таким образом, руководство компании сокрыло деньги, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В Удачном следователи возбудили уголовные дела за взятку и служебный подлог в отношении врача городской больницы. Она по предложению своего знакомого оформила на пациента подложный листок нетрудоспособности. Мужчина, в отношении которого был оформлен листок нетрудоспособности, в это же время отбывал административный арест в изоляторе временного содержания. Следственным органом в отношении врача возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации «Служебный подлог». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Подозреваемым в Вилюйском районе на потерпевшего возбудили уголовное дело за дачу ложных показаний. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В мае этого года суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Вилюйска, который был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Но на судебном заседании потерпевший, который оказался родственником подсудимого, желая помочь ему, сказал, что ножевое ранение нанес себе сам, изменив тем самым свои показания, данные им во время предварительного следствия. Суд, тем не менее, отнесся критически к изменившимся показаниям потерпевшего и не учел их при вынесении приговора. А в отношении потерпевшего возбудили уголовное дело. В Жиганске из горящего дома пожарные эвакуировали 8 человек. Загорелся двухэтажный деревянный 12-квартирный жилой дом. По прибытию первого пожарного подразделения по охране села Жиганск из-под дома шел густой дым. Создалась угроза распространения огня по всему зданию. Огнем было охвачено цокольное перекрытие первого этажа на территории 12 квадратных метров. На тушение возгорания привлекалось 15 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной противопожарной службы республики. Не было допущено распространения огня по всему зданию. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. С развитием технологий развиваются и мошенники, и их методы. Так, якутянину на телефон один за одним стали поступать звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками банков и сообщили, что с его карты пытались расплатиться в интернет-магазине, в связи с чем ему необходимо застраховать карту. Затем потерпевшему стали поступать СМС-сообщения с номера банка с паролями, которые он сообщил неизвестным, после чего с его кредитной и дебетовых карт были сняты более 180 тысяч рублей. Другой случай произошел с женщиной, которая хотела купить авиабилеты. Женщина ввела данные своей карты на одном из сайтов и произвела оплату более 20 тысяч рублей. Но после этого с ее счета было дополнительно списано еще столько же. При этом авиабилеты она не получила. В настоящее время по уголовным делам проводится предварительное следствие. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.